Богатый человек. Максим – богатый человек. Он живет в роскошном особняке. Он не покупает одежду и обувь в магазинах. У него есть личный портной. А еще личная охрана, личный повар, личный тренер, личный водитель и личный вертолет. Максим ест в дорогих ресторанах и ездит на дорогих машинах. У него нет жены, нет детей. Его бизнес – это его семья, его жизнь. Однажды Максим собирался на деловую встречу в другой город. Он хотел лететь на своем вертолете. Это быстро и удобно. Максим проверил прогноз погоды. Туман, дождь и сильный ветер. Авиакомпании отменили все рейсы. «О нет, придется ехать на машине», — сказал Максим вслух. Он позвонил своему водителю и предупредил его. «Сколько займет дорога?» – спросил его Максим. «С такой погодой часов 7-8», – ответил водитель, – «если без остановок». «Какие остановки?» – спросил Максим с раздражением. «Перекусить в придорожном кафе? Нет, спасибо». Прогноз погоды не соврал. Погода была ужасной. Они ехали медленно. Максим нервничал. Это была очень важная встреча. Через несколько часов они остановились. «Нужно подождать», — объяснил водитель. «Я не вижу дороги». «Ладно, я пока перекушу». «Давай, перекусывай». «Моя жена приготовила мясной пирог. Не хотите кусочек?» Максим посмотрел на него с презрением. «Я не ем такую еду. Ты знаешь это. Я поужинаю в ресторане». «Ладно, я просто спросил», — сказал водитель и с удовольствием съел пирог. Максим успел на свою встречу. После встречи он поужинал в ресторане. Это был самый дорогой ресторан в городе. Как обычно, утром они поехали обратно домой. Погода не стала лучше. Они ехали медленно. Через несколько часов машина остановилась. «Почему мы остановились?» – спросил Максим. «Что-то не так с машиной», – ответил водитель. «Я выйду посмотрю». Он скоро вернулся. «Серьезная проблема с мотором. Придется вызывать эвакуатор». «Ты с ума сошел?» – закричал Максим. «Я возвращаюсь домой на эвакуаторе. Это будет во всех газетах. Все будут смеяться надо мной. Ты можешь починить мотор?» «Да, но мне нужны детали». Максим вызвал такси, и его водитель уехал в город купить детали. Прошел час, 2, 3. Водитель не возвращался. Что могло случиться? Наконец Максим увидел такси. «Где ты был?» – спросил он со злостью. «Извините, долго искал детали. Сейчас, 1-2 и поедем». 1-2? Я устал и хочу есть. Я сделал бутерброды. Хотите? Я подожду. Я не ем такое. Водитель починил машину. Погода стала хуже. Они ехали еще медленнее. «Когда мы будем дома?» – спросил Максим. «Я умираю от голода». «Через 4 часа, если повезет», – ответил водитель. «Скоро будет небольшое кафе. Хорошее место. Называется «Еда как дома». Вкусная еда». Максим засомневался. «Может, попробовать? Но это придорожное кафе». «Ладно», — согласился он. «Еще 4 часа. Это слишком много». Это был не ресторан, но уютное тепло. Перед Максимом стояла тарелка, картофельное пюре и тушеная курица. Для Максима блюдо выглядело бледным и непривлекательным. Он попробовал и ничего не сказал. Через несколько дней водитель Максима встретил его горничную. «Я думаю», — сказала она, — «мы скоро потеряем работу». «Почему?» — удивился водитель. «У хозяина мало денег», — ответила горничная. «Почему ты так думаешь?» «Смотри, я заметила это в мусорном ведре. Это не первый раз». Она показала водителю бумажный пакет. На пакете было написано «Еда как дома». «Не волнуйся», — ответил водитель. «Дело не в этом». И он рассказал ей историю с придорожным кафе. Краткое содержание истории.
Максим очень богатый человек. У него роскошный дом. У него есть личный портной и личный вертолет. Он ест только в дорогих ресторанах. Однажды Максим собирался на деловую встречу в другой город. Он хотел лететь на вертолете, но погода была слишком плохая. Он поехал на машине с водителем. После встречи Максим поужинал в ресторане. На следующий день они возвращались обратно. Машина сломалась. Водитель мог починить ее, но ему нужны были детали. Водитель поехал в соседний город на такси. Максим ждал его 3 часа. Он устал. Он хотел есть. Водитель предложил ему поесть в придорожном кафе «Еда как дома». Он согласился. Максим попробовал картофельное пюре и тушеную курицу. Через несколько дней горничная Максима сказала водителю, что у хозяина мало денег. Она заметила в его мусорном ведре бумажные пакеты с надписью «Еда как дома». Водитель рассказал ей историю с придорожным кафе.